Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Камши-Кушара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Выставка «Злодеяния киевского неонацистского режима» в Курской области открылась в Сухуми. Удалось ли устранить аварию, из-за которой часть Сухума сегодня осталась без питьевой воды? Как мастер по дереву из Очамчиры Адамур Аршба стал участником госпрограммы и смог развить свое ремесло. Каким будет будущее Сухумской крепости в актуальном репортаже программы. Выставка «Злодеяния киевского неонацистского режима» в Курской области открылась в Музее боевой славы имени Владислава Гарзенба. Перед открытием выставки был показан документальный фильм «Курск. Плечом к плечу». Мероприятие посетили президент Аслан Бжаня, вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты парламента. Репортаж Рады Чичава. Мероприятие, организованное посольством России в Абхазии, представительством Россотрудничества совместно с Музеем боевой славы имени Ардземба, началось с показа документального фильма «Курск. Плечом к плечу». В зале музея собралось множество людей. В первых рядах глава государства Аслан Бжаня, вице-президент Бадра Гунба, члены правительства, депутаты парламента, посол России в Абхазии Михаил Шургалин. В приветственной речи директор Госмузея, герой Абхазии Мзия Бея рассказала об участниках прошедшего недавно международного лагеря «Потомки героев», ребятах, которые прибыли в Абхазию из Курска. В день отъезда из Абхазии они посетили наш музей. Им была проведена подробная экскурсия, в ходе которого были слезы и несдерживаемые эмоции. Молодые люди поведали нам, что они горды тем, что им доверили нести фотографии наших героев. После экскурсии мы вручили им благодарственное письмо за участие в акции и памятный подарок, напутствовали их добрыми словами поддержки, ведь мы не понаслышке знаем, что такое война и потери родных и близких. В тот сложный период нашей истории мы также нуждались в поддержке, и рядом с нами стояли неравнодушные люди из десятков стран, в том числе и россияне. Посол России в Абхазии Михаил Шургалин подчеркнул, что Абхазия является союзником, стратегическим партнером России, надежным и верным другом, а абхазский народ – братским народом. Друг познается в беде. Абхазия одной из первых признала сначала Луганскую и Донецкую народные республики, а потом и вхождение Луганской народной республики, Донецкой народной республики, Херсонской области, Запорожской области в состав Российской Федерации. Начиная с 2014 года плечом к плечу с россиянами сражаются абхазы в составе интернациональной бригады «Пятнашка». Мы с благодарностью отмечаем, что по линии общественности и, главное, по линии МЧС республики в зону СВО и сейчас в Курскую область отправляются гуманитарные конвои. Вот буквально в понедельник Лев Константинович Клицыний лично возглавит колонну грузовиков по договоренности с губернатором Курской области. Насколько я помню, 7 больших грузовиков отправятся туда с гуманитарной помощью. Все это свидетельствует о том, что Абхазия, наш союзник и стратегический партнер, еще и на уровне народа, на уровне общественности наш надежный и верный друг. Министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, приветствуя собравшихся, отметил, что в Абхазии все еще жива память о Великой Отечественной войне, ведь трагедия тех кровавых дней коснулась всех жителей республики. Сейчас мы видим, что снова разворачиваются события, которые не дают нам забыть об этом трагическом прошлом. Сейчас в этой войне 2 моих внучатых племянника сложили головы на Украине, вернее, уже на российской территории, на которую снова напали нацистские головорезы. Мы помним во время нашей войны, что против нас воевали представители УНАУНСО, которые бесславно здесь сложили свои головы. Мы все ждем скорой победы и уверены, что она наступит.
Перед показом фильма выступили также представитель 7-й военной базы России Евгений Переволоцкий, председатель Координационного союза организации российских соотечественников в Абхазии Олег Юрченко и представитель интернациональной бригады «Пятнашка» Денис Соломко, который поделился с присутствующими информацией о событиях 5-6 августа, когда и произошло вторжение ВСУ на территорию Курска. Когда командованию интернациональной бригады «Пятнашка» поступил приказ о выдвижении, в течение 2 часов были собраны, подготовлены к движению подразделения, свободные от основных действий в Часовярском направлении. И 8 числа уже подразделения интернациональной бригады «Пятнашка» вступили во встречные бои с целью, скажем так, замедления продвижения противника. Далее остановили противника. И первым населенным пунктом, который был освобожден в Курской области, это был поселок Нечаев. Мы знаем факты, подтвержденные факты, когда гражданский транспорт абсолютно никакого вреда, скажем так, не представляющий, расстреливался из крупнокалиберных пулеметов, из тяжелой техники, погибали обычные люди, дети, женщины, старики. Это происходило массово. Фильм «Курск. Плечом к плечу» был снят телекомпанией Russia Today на основании записей с мобильного телефона жителя оккупированного поселка Суджа. По завершении кинопоказа присутствующие посетили выставку «Злодеяния киевского неонацистского режима в Курской области», также представленную в Музее боевой славы. В экспозиции представлены фотографии и свидетельства жителей Курской области, пострадавших в результате вторжения частей ВС Украины. Рада Чачава, Рамо Камке, Абхазское телевидение. 16 октября в ходе осуществления совместного патрулирования абхазо-грузинской границы сотрудники СГБ Абхазии и пограничного управления ФСБ России в Абхазии в районе населенного пункта Бгоу-Рогалского района обнаружили беспилотный летательный аппарат, осуществляющий съемку окрестностей и военных объектов. В результате использования средств радиоэлектронной борьбы коптер был перехвачен и принудительно приземлен, сообщает пресс-служба СГБ Абхазии. По оперативным данным установлено, что данный аппарат принадлежал Давиду Кацарава, известному грузинскому активисту и лидеру антиоккупационного движения. Всю прошедшую ночь при неблагоприятных погодных условиях сотрудники Черноморэнерго работали над устранением аварии на высоковольтной линии Очимчира-220 киловольт. Трудность заключалась в том, что местность, где проходит ЛЭП, сильно пересечена. Также лил проливной дождь, что сильно затрудняло подъезд спецтехники. Пришлось задействовать тяжелую технику для расчистки пути до опоры. Всю ночь аварийная бригада работала над ликвидацией аварии. И только утром в районе 9 часов удалось полностью восстановить энергоснабжение. Сегодня часть Сухума осталась без питьевой воды. Причина – прорыв водопроводной трубы в селе Гумиста. Несмотря на проливной дождь, специалисты водоканала приступили к устранению аварии рано утром. На месте работ побывала и наша съемочная группа. Репортаж Заура Кварчия. Мы находимся в селе Гумиста, где из-за прорыва водопроводной трубы часть Сухума осталась сегодня без воды. Сейчас работники МУП «Водоканал» работают над устранением этой проблемы. Несмотря на проливной дождь, аварийная служба водоканала с самого утра приступила к устранению поломки. Остановка подачи воды – это вынужденная мера. В селе Гумиста Сухумского района проложена наша труба диаметром 315 мм, пластиковая труба, которая обеспечивает питьевой водой районы Колос, железнодорожный поселок, Трапщ, Эш, Васимирджи. Вот эти районы обеспечивают питьевой водой. Там на улице Трапщ расположен резервуар, в который попадает вот эта вода с этой трубы. Вчера вечером нам позвонила жительница, сообщила о том, что вот здесь вода прорвала, выходит наружу и затапливает ее дом. Мы быстро приехали, увидели, остановили насосную. Но
Вчера не было никакой возможности начать ремонтные работы, потому что очень много воды было в трубе. Мы ночью дали объявление, на ночь остановили, чтобы утром приступить к работе. Сообщение о поломке, как уже было сказано, поступило от жителей близлежащего дома. Вечером вода из треснувшей трубы стала поступать на их участок. И спасение домовладения от затопления стало еще одной причиной аварийного отключения насоса. Соседка просто была на улице, а я в доме. И она позвала меня, я выбежала тут вообще рекой. В основном вода зашла в огород, потому что я быстро сориентировалась, и все покрывала, одеяло, все, что было, и фанерки. Я это все сразу закрыла вход, чтобы в дом и в гараж, подвальное помещение не заходило. И воду пустила, русло направила воды в огород. А потом уже позвонили начальнику водоканала. Правда, очень быстро сработала команда. И, в общем, закрыли воду. Как рассказал Мирабан Кваб, это не первая подобная поломка на разных участках пролегания данной трубы. По словам инженера, причина, скорее всего, в заводском браке. Мы отрезали кусок, посмотрели. Там должна быть труба СДР-11. Она соответствует размерам и толщине стенки, и диаметру соответствует. Но, видимо, партия какая-то попалась, я не знаю, чем это объяснить, рвется сама труба. Вот сейчас трещина где-то с полметра, трещина вдоль трубы, вдоль самой трубы. Ни стык, ничего, вот именно сама труба. Вот сейчас что надо сделать? Надо вырезать этот кусок, 2 метра, чтобы дальше, чтобы эта трещина... Мы сейчас не сможем глазу так визуально определить, где именно заканчивается эта трещина. Мы с запасом ее отрежем, 2-2,5 метра, вставим трубу и электромуфтами мы должны запаяться в эту трубу. Мы поставили руководство города в известность. Наверное, будем осмечивать, предоставлять в администрацию и будем просить о замене трубы. Надо отметить, что, воспользовавшись остановкой подачи воды, работники водоканала сумели провести ряд других плановых работ на водонасосной станции. Вот здесь на самой насосной станции номер 4 тоже была трещина на стальной трубе, уже которая из насоса выходит. Мы воспользовались моментом, тоже обварили эту трубу. И одновременно у нас на очереди был демонтаж вала насоса. Тоже нужно было с остановкой делать, потому что вода не дала бы вот так вот просто так ее открыть. Работы по устранению аварий будут завершены до конца сегодняшнего дня. Заур Кварча, Камила Джопо, Абхазское телевидение. Министр здравоохранения Эдуард Будба проверил готовность медицинских учреждений Гагрского района к зимнему периоду. Министр посетил ЦРБ Гагрского района, Республиканский реабилитационный центр и больницу города Пицунда. Все медучреждения обеспечены дизель-генераторами, укомплектованы автомобилями скорой помощи. Проблем с кадрами нет. В КБРЦ Эдуард Будба пообщался с ветеранами, которые лечатся в центре. Спросил их о питании, медикаментозном обеспечении, условиях проживания. Со стороны ветеранов прозвучало несколько просьб, на которые министр пообещал оказать содействие. Переговорили о сложностях, которые есть в районе, пути их решения, осмотрели дизель-генератор в рабочем состоянии, прошел комплексное техническое обслуживание, все расходники заменены, резервуары объемом до 400 литров вместимости в дизель-генераторе есть, резервы также присутствуют. Посмотрели автопарк скорых медицинских автомобилей, также находятся в исправном состоянии, проговорили о дежурных бригадах выездных скорой медицинской помощи, переговорили о кадровом потенциале, переговорили о том, сколько врачей находятся сегодня прикомандированы с Российской Федерации, какая обстановка в кадровом обеспечении. Приехали в Пицундскую больницу, встретились с главой администрации Пицунды, встретились с главным врачом, обсудили текущие вопросы. Также есть определенные сложности. Есть дизель-генератор небольшой мощности, который снабжает первый этаж электричеством. В
будущем планируется приобретение более емкого такого дизеля-генератора. Проговорили о том, какие есть сложности. В больнице, значит, рентген работает, лаборатория работает, штат укомплектован, насколько это возможно, поэтому дальше наши рабочие поездки будут продолжены. С 2022 года в республике действует государственная краткосрочная целевая программа поддержки малого и среднего предпринимательства. За 2 года благодаря программе было удовлетворено 294 заявки предпринимателей на общую сумму 200 миллионов рублей. В таких отраслях, как ремесленничество, народный промысел, общественное питание, туризм, промышленность и услуги. О том, как мастер по дереву из Очимчиры Адамур Аршба стал участником программы и смог развить свое ремесло, в материале Алики Трапш. Мастер по дереву из Очимчиры Адамур Аршба с юного возраста создавал вещи своими руками. Пожалуй, любовь к ремеслу привил ему дедушка, у которого он учился, будучи еще мальчишкой. Изначально Адамур Аршба делал столы и столешницы, используя в основном дерево, но также экспериментировал с камнем. Работы получались прочными и красивыми, и вскоре на его талант стали обращать внимание. Параллельно с заказами он создавал скульптуры и писал картины для души, которые неожиданно стали пользоваться популярностью. Пошли заказы у меня, начали поступать заказы. Это больше как-то развилась эта тема со столешницами, со столами. В рестораны начали заказывать. И все такое. В общем, пошел прогресс. Так, творческое направление – это чуть другое. Помимо коммерции, это больше для зарабатывания денег. И творческое направление тоже вот и картины, и просто скульптуры, которые я больше для своего удовольствия делаю. Тоже сейчас в последнее время начинают пользоваться спросом, покупают, заказывают. Адамур Аршба мечтает оборудовать полноценную мастерскую у себя дома. Он планирует вынести производство в отдельное помещение, а первый этаж дома превратить в выставочное пространство. Сейчас ему приходится работать в доме или во дворе практически на коленках и под открытым небом. Адамур особенно ценит натуральные материалы, такие как дерево и камень, но бывает, что в работе используют и эпоксидную смолу. Но я все придерживаюсь, это экспериментально, несколько лет я этим занимался, но сейчас я ухожу больше от этой эпоксидной смолы. Она, конечно, есть с нее смысл, да, плохое дерево, которое уже там разваливается, его там залить, оно можно сохранить. В техническом плане это функциональная вещь. А так, если возможно обойтись без смолы, я бы предпочел ее не использовать. Больше натурально я люблю материалы, камень, только дерево, без лишнего. Работы молодого мастера можно увидеть в ресторанах и музеях. В ресторане «Чайка» почти вся мебель сделана им. Его изделия также представлены в Национальном музее денег в Сухуме. Также его работы находятся в частных коллекциях за пределами Абхазии. У меня появился материал, попался под руки, из которого специально делают трубки курительные, международные стандарты, в общем. И я из них сделал трубки. Некоторые в Швейцарии, есть в Москве, постоянная экспозиция в галерее, взяли работы, они там выставлены на продаже. В Стамбуле сейчас у нас была выставка с художниками абхазскими, мы ездили. И там остались работы сейчас тоже наши, в том числе и моя. Недавно Адамур узнал, что Министерство экономики Абхазии реализует программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Он подал заявку и выиграл грант, что позволило ему приобрести необходимые для работы инструменты. Очень приятно, что такие у нас есть организации, что поддерживают ремесло, предпринимательство. Очень приятно. Не знаю, если будет еще, с удовольствием поучаствую. Это реально развивает нашу деятельность, больше возможностей. Чем больше возможностей есть, тем больше еще расширяются. То есть я сейчас мог бы еще увеличить свои объемы, либо качество своей продукции. Государственная краткосрочная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства» в Республике Абхазия действует с 2022 года. В программе могут участвовать организации и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в Абхазии, на условиях софинансирования. Часть расходов оплачивается заявителем самостоятельно, часть оплачивается государством. За период с 2022 по 2024 годы благодаря программе было удовлетворено 294 заявки предпринимателей на общую сумму 200 миллионов рублей в таких отраслях, как ремесленничество и народный промысел, общественное питание, туризм, промышленность и услуги.
Алика Трапшина, Ачкинджери, Саида Гухава, Абхазское телевидение. Сухумская крепость – одна из ключевых достопримечательностей столицы. Здесь около 3 месяцев ведутся масштабные ремонтные работы. В рамках реализации проекта используются материалы, которые позволяют сохранить аутентичность исторического объекта. Все работы ведутся за счет республиканского бюджета. Неотъемлемая часть прибрежного пейзажа. Руины Сухумской крепости лежат между улицами Воронова и Академика Сахарова. В эти дни территория исторической достопримечательности стала объектом внимания. Здесь ведутся масштабные ремонтные работы. Это важный шаг, призванный сохранить уникальность объекта и сделать его доступным и привлекательным для жителей и гостей столицы. Ответы на многие загадки истории Абхазии молчаливо хранят эти руины. А ведь место по праву можно назвать центром зарождения целого города, который назывался Диоскурядой, затем Севастополисом. Позже его нарекли крепостью из воды и песка – Сухумкале. Цитадель была домом греков, римлян, византийцев, генуэзцев, турок и русских. За свою долгую жизнь эти стены видели многое – войны, разрушения, тысячи лиц и судеб. Заповедник Сухумская крепость был создан в конце 80-х годов. Однако из-за войны все работы по его восстановлению были приостановлены. В последующем неоднократно принимались попытки по его возрождению. В 2016 году был создан Государственный историко-архитектурный музей-заповедник Сухумская крепость. И с тех пор ведутся работы. Концепция вообще самого заповедника, она всегда представляла собой музейную деятельность. В новой концепции предполагается создание музея под открытым небом. То есть мы будем проводить работы по консервации раскопов для того, чтобы можно было их в любое время посетить, посмотреть. А потом в нашу концепцию хочется отметить, что главной целью нашего проекта является то, что мы хотим уйти от дотации государственных, чтобы заповедник стал самофинансируемым в последующем. И планируется создание здесь научно-туристического объекта, на который могли бы посещать и туристы, и гости столицы, также жители Абхазии. На данном этапе проводятся работы по благоустройству территории крепости. Проведена капитальная расчистка, осуществляется зонирование территории, прокладка пешеходных дорожек, планируется установка фонарей, освещение, установка лавочек, установление информационных табличек, экспонатов. История заповедника вообще Сухумской крепости, она тянется с Римской империи до Российской империи, до времен Российской империи. И здесь это место всегда было центром притяжения всего населения. Кроме того, сюда съезжались представители мировых держав, и здесь был торговый город, и военный город. Во времена турецкого влияния здесь была построена крепость. Согласно проекту, территория Сухумской крепости будет разделена на 7 зон, отражающих основные периоды. Каждая площадка будет снабжена макетом крепости соответствующего исторического периода, экспонатами и информационными табличками. В рамках реализации проекта используются материалы, которые позволяют сохранить аутентичность объекта. Конечно, здесь будут представлены экспонаты, которые были здесь обнаружены. Работы по археологическим раскопкам ведутся здесь очень давно. Ни год, ни два, ни 10. Поэтому большой потенциал есть в развитии именно музейной части экспонатов. Будем надеяться, что Государственный музей тоже будет нам помогать в работе, потому что все-таки музейная деятельность, она имеет свою специфику. Инициативу по организации музея под открытым небом на территории заповедника Сухумская крепость поддержал депутат Народного собрания Дмитрий Маршаня. Позже ее одобрили в парламенте, и в республиканский бюджет были заложены денежные средства на его реализацию. Когда мы готовились вообще к реализации этого проекта, мы обращались ко всем государственным учреждениям, и большую поддержку нам оказал Дмитрий Маршан, депутат парламента, который заинтересовался нашим проектом. Ему очень понравилась эта идея музея под открытым небом, потому что в городе с такой историей должно быть место, в котором будет представлена история города.
И он представил данный проект в парламент. Депутаты парламента с удовольствием поддержали эту идею и включили нас в бюджет, финансирование этого проекта в бюджет на 2024 год. Сейчас работы ведутся по подготовке экспонатов в том числе и подготовке исторической информации, информационных табличек и прочего типографского материала. Археологические исследования на территории крепости выявили множество ценных артефактов. Часть их найдена в рамках студенческой практики исторического факультета АГУ. Такие раскопки университет проводит здесь ежегодно. Одна из многих целей раскопок – найти могилу владетельного князя Абхазии Килишбея Чачба-Ширвашидзе, правившего в Абхазии с начала 80-х годов XVIII века. Проект музея под открытым небом на территории Сухумской крепости – это яркий пример того, как совместными усилиями можно сохранить культурное наследие и сделать его доступным для всех. Во-первых, всем очень интересно, что здесь происходит. Вот люди проходят всегда, смотрят, обращают внимание, задают вопросы, что тут вообще, что это за место. Горожане тоже участвуют, принимают участие в каких-то мероприятиях, которые мы проводим, нам оказывают помощь посильную люди, в том числе вот активную работу нам помогают по сбору исторической информации, по подготовке информационных табличек, как раз нам помогают на добровольной основе. Веками Сухумская крепость разрушалась и возводилась заново. Сегодня от нее остались только руины. Мимо этих величественных фрагментов изо дня в день проходят десятки и сотни людей. Кто-то знает лишь вскользь об истории места. Для кого-то это просто заброшенный пустырь. В повседневной суете общество зачастую теряет связь со своими корнями. Историческая память – великая сила, нравственная, культурная, основа духовности этноса. Без прошлого нет будущего, и эти знания должны быть подкреплены фактами и неопровержимыми доказательствами. Все работы планируют завершить летом 2025 года, и культурный объект будет открыт для посетителей. Шазина Ханагуа, Константин Барулова, Абхазское телевидение. Усиленные рейдовые мероприятия с привлечением кинологов прошли под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киута и его заместителя Беслана Чкадуа методом ротации личного состава. Подробности в материале пресс-службы МВД. МВД усиливает работу кинологической службы. По поручению министра внутренних дел Роберта Киута кинологическая служба укомплектована новыми служебными собаками. Животные содержатся и обучаются на базе Высшей школы милиции МВД. На базе школы милиции уже некоторое время назад организована кинологическая служба, работу которой мы стараемся улучшить. Мы буквально недавно приобрели 9 бельгийских овчарок, которые будут предназначаться для работы с охраной общественного порядка, поисковой работы. Нами были построены новые вольеры, будут создаваться еще лучшие условия. Считаем эту работу очень важной, очень необходимой в целом для обеспечения правопорядка в стране. Говоря об эффективности данного направления, можно смело говорить по опыту других стран, где служебные собаки используются в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, поиске преступников, так скажем, и без вести пропавших лиц. И данную практику мы хотим применить в Республике Абхазия, поставить ее на качественный уровень. 16 октября усиленные рейдовые мероприятия с привлечением кинологов проходили под личным контролем министра внутренних дел Роберта Киута и его заместителя Беслана Чкадуа методом ротации личного состава. Сотрудники УГАИ, СОБР и оперативных подразделений Министерства внутренних дел провели рейд по всей республике, особый упор делая на столицу, город Сухум, где наиболее оживленное движение. Сотрудникам поручено делать упор на разъяснительные беседы с гражданами, напоминать об ужесточившемся в сфере административных правонарушениях в законе и предостерегать водителей от управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Управлению автомобилем в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения руководством министерства поручено уделять повышенное внимание. Министр внутренних дел акцентировал внимание сотрудников на недопущении езды гражданами на автомобилях с затонированными лобовыми стеклами. Пленка значительно ухудшает обзорность для водителей. Такие автомобили растонируют на месте.
Темная пленка мешает заметить вышедших на дорогу людей, ухудшает обзор и повышает риск дорожно-транспортных происшествий. 25 водителей, пренебрегших правилами ПДД, подвергнуты штрафам. Автомобили растонированы на месте. Профилактическое мероприятие сотрудники МВД проводили до поздней ночи. 335 протоколов за нарушение правил дорожного движения составлено в ходе рейда 16 октября. 4 человека лишены права управления автотранспортным средством за вождение в нетрезвом состоянии. Их автомобили отправлены на штрафстоянку сроком на 1 месяц. Рейдовые мероприятия, как отметил министр внутренних дел Роберт Кьют, будут продолжены вплоть до минимизации нарушений ПДД. Наша задача – спасти жизни наших граждан, обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, резюмировал генерал-майор милиции Кьют. Огнестрельное оружие и боеприпасы изъяты у жителя Гулрыбского района. А очередной злостный нарушитель правил дорожного движения привлечен к ответственности. Далее оперативная съемка МВД. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий в селе Мархяул был задержан Граняк Руслан Федорович, 1992 года рождения. Также изъято незаконно хранимое при нем оружие, автомат системы Калашникова с боеприпасами к нему. Руслан Граняк, находясь у себя дома в Гулрыбском районе, во время ссоры с супругой произвел стрельбу из автоматического огнестрельного оружия, после чего скрылся. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть районного отдела внутренних дел. В результате оперативного реагирования преступление раскрыто сотрудниками уголовного розыска Гулрыбского РОВД. В отношении гражданина Граняк в соответствии с частью 1 статьей 217 Уголовного кодекса Республики возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит группа дознания райотдела. На время предварительного следствия подозреваемый ограничен подпиской о невыезде. Сотрудниками госавтоинспекции установлен и привлечен к административной ответственности гражданин, который совершал опасные маневры на участке трассы Псоу-Ингур в Сухумском районе. В ходе мониторинга сети интернет сотрудниками было выявлено несколько видеозаписей, на которых так называемый дрифтер нарушал правила дорожного движения. Так, водитель в нарушении требований дорожной разметки многократно разворачивался через двойную сплошную линию, а затем выехал на встречную полосу, тем самым создав угрозу жизни и здоровью окружающих. Благодаря оперативным мерам реагирования со стороны сотрудников госавтоинспекции нарушитель был выявлен и задержан. Им оказался Квициня Энрико Игоревич, 1998 года рождения. В отношении него составлен протокол об административных правонарушениях. Автомобиль у Квициня изъят и отправлен на штрафстоянку. Госкомспорта Абхазии и Башкортостана подписали протокол о намерениях. Встреча абхазской делегации с председателем Госкомитета по молодежной политике Башкортостана Вито Сабировым прошла в Уфе. Представители Госкомспорта Абхазии прибыли в республику для участия в 12-м международном спортивном форуме «Россия. Спортивная держава». Северо-Осетинский государственный академический театр имени Тхапсаева открыл гастроли в Абхазии шекспирской трагедии «Король Лир» в постановке Гиви Валиева. Король Лир не только заговорил на осетинском языке, но и оказался в другой эпохе. Всемирно известный сюжет, адаптированный к концу XX века, рисует яркую картину шекспировской трагедии в осетинском прочтении. Спектакль получился масштабный, с реалистичными декорациями. А в конце каждый зритель обязательно найдет ответы на извечные философские вопросы. Гастроли организованы при поддержке Министерства культуры Абхазии. В мир драматического искусства окунулась Шазина Ханагуа.
первых минут спектакль захватывает внимание зрителей, перемещая в незабываемое путешествие в мир шекспировской трагедии, переосмысленной через призму осетинской культуры и современной истории. «Король Лир» в постановке Северо-Осетинского государственного академического театра имени Тхапсаева – это не просто очередная интерпретация классики. Это мощное художественное высказывание, связывающее вечные темы с болезненными событиями недавнего прошлого. Одной из ведущих в постановке стала тема взаимоотношений отцов и детей. Безумный король, поделивший свое королевство между любимыми дочерями, обманутый и уничтоженный ими в борьбе за власть, мечется в поисках справедливости и не находит ее. Трагедия одиночества даже среди самых близких людей разыгрывается с небывалой страстью. «Король Лир» в постановке Осетинского театра переносит героев шекспировской трагедии в реалии российских 90-х, когда кругом царили хаос и неизвестность. Новое прочтение пьесы – еще одна возможность взглянуть на мировое произведение совершенно под другим углом. Каждый костюм отражает не только образ, но и настроение героев. Яркие страстные цвета с одной стороны, темные и мрачные с другой. Главный герой – народный артист республики, обладатель премии «Золотая маска» 2024 года за лучшую мужскую роль. Алан Албеков полностью погружен в образ и чувствует каждую эмоциональную ноту короля Лира. Он мастерски показывает глубину переживаний, безумства героя и его сложный жизненный выбор. Очень интересный подход режиссера к образу Шута. Шут сопровождает Лира на протяжении всей постановки. Режиссер Гиви Валиев создал уникальное визуальное пространство, где античность встречается с современностью, а шекспировский текст обретает новое, неожиданное звучание. Приехали к своим братьям, к очень близким людям, и это вдвойне ответственно. Мы безумно благодарны Министерству культуры за то, что в этот сложный период они пригласили и Осетинский театр на очень прославленной сцене Самсона Чамбы покажет свои лучшие спектакли. У нас были традиции, когда Абхазский театр приезжал очень часто к нам, мы также ждем в гости у себя. Есть традиции, которые придумали наши старшие, и не нам их нарушать. Мы привезли 2 спектакля, это «Король Лир» Уильяма Шекспира, режиссером являюсь я, и «Овод» режиссером является Эльдар Трамов. Это актер Вахтанговского театра. «Король Лир» номинирован был на «Золотую маску». Это спектакль, который получил «Золотую маску» за роль Лира. Это главная мужская роль. Номинирован был в 4 номинациях: главная женская, главная мужская, лучший спектакль и лучшая режиссура. Спектакля очень хорошая гастрольная жизнь. Игра света, имитация снегопада, туман усиливают эффект присутствия. Удивительные по масштабу и детально проработанные скульптуры очень ярко отражают и передают смелый и необычный замысел режиссера. Но истинная магия этого спектакля кроется в актерской игре. Весь актерский состав своей яростной чувственной игрой не оставит зрителя равнодушным. В каждом движении, в каждой реплике чувствуется неукротимый темперамент осетинского народа, его внутренний яркий мир. Здесь как будто вот, как я дома, наверное, Кавказ все-таки как-то вот, мы недавно приехали, давали этот спектакль в Москве, и я вот отметил, что какие-то вещи я постеснялся там делать, а здесь вот чувствую, как дома, одним словом. Бываем здесь, периодически, не часто, но периодически бываем. Готовы возвращаться сюда еще раз? Да, лишь бы вы приглашали, с удовольствием. Для меня это очень волнительно, потому что наш театр, насколько я знаю, не первый раз приезжает, но вот мы, молодые актеры, это для нас первый опыт на абхазской сцене. И, честно говоря, идет очень теплая энергетика зала, как у себя дома, могу сравнить. И, в принципе, мы себя чувствуем вот эти 2 дня, как у себя дома. В плане людей, в плане вкусно покушать. Только есть один большой бонус в виде моря. А наш художественный руководитель
поставил здесь спектакль. Его все знают, и для нас очень ответственно. Мы в каком-то смысле представляем в первую очередь Осетинский театр, во вторую очередь его. Зрители не упустили возможность стать свидетелем этого уникального театрального события. «Король Лир» в исполнении осетинских актеров – это не просто спектакль, это опыт, который останется надолго, заставляя переосмыслить классику и по-новому взглянуть на современность. В этот вечер аплодисменты и браво не смолкали. Понравился шут больше всего. Почему? Ну, шуты, насколько мне известно, они были непростые люди, это были не просто шуты. Они были достаточно мудрые и умные, и, можно сказать, прозорливые. И они всегда вещали королям истину, и они были не настолько дурны, а, можно сказать, были очень мудрые. И они открывали королю истину, которая была для них закрыта. Ну а так, в принципе, игра хорошая, красивая. Мне очень понравился спектакль. Произведение известное. Игра актеров тоже прекрасная. Даже с переводом все понятно. Так что мы в восторге. Произведение известное. Нам очень понравилось. Мы каждый год стараемся посещать такие места. Спасибо актерам за их эмоции, которым они играют в этом произведении. Следует отметить, что «Король Лир» уже ставился на сцене Абхазского театра режиссером Дмитрием Куртавом. Роль короля исполнял народный артист СССР Ферах Пачаля. Из Золотого фонда театра в фойе была выставлена афиша к спектаклю. Это, безусловно, привлекло внимание зрителей. Драматургия Шекспира яркая, как и сам «Король Лир». В новом прочтении бессмертной классики все так же много философии о вечном. Что есть жизнь и есть ли шанс изменить исход? Шазина Ханагуа, Аляс Амичба, Абхазское телевидение. А сейчас прогноз погоды. По сообщению синоптиков, в пятницу, 18 октября, в Абхазии ожидается временами дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 8-13, днем плюс 11-16, температура морской воды плюс 22 градуса. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.